Чебоксарском детском саду номер 174 прошел городской фестиваль народной культуры «День чувашской вышивки». В нем приняли участие воспитанники 5 детских дошкольных учреждений столицы Чувашии. Разумеется, не зря нашу республику называют краем 100 тысяч вышивок и песен. Ведь невозможно в коротком рассказе описать все многообразие узоров, которые выполняют мастерицы. Все это является частью национальной культуры, которую нужно передавать из поколения в поколение. А подобные мероприятия помогают сберегать такое наследие. Чуваши издавна славились народным промыслом, художественной культурой. Наиболее известной это была чувашская вышивка. Вот мы хотели ее раскрыть, показать более подробно, чтобы народ, не то что народ, а дети, наши дети, воспитанники наши узнали побольше именно о чувашской вышивке. Заслуженный работник культуры Чувашской республики, народный академик Чувашии Евгения Жачева рассказала ребятам, какое значение имеют основные узоры и орнаменты. Оказывается, в чувашской вышивке насчитывается более 60 разнообразных швов. Конечно, такая работа требует большого терпения. Но, по словам Евгении Жачевой, главное – любить свое дело и с радостью вышивать древние знаки, каждый из которых несет в себе определенную информацию. Наши предки жили возле Индии. Они были по Амударецу, до Каспия дошли, до Волги, сюда поднялись. И вот раньше вышивали на своих рубашках и на мужских, женских знаки, чтобы к ним не пристали злые духи. Наши предки были язычники. Когда человек заболевал, они думали, что к ним злой дух пристал. И поэтому делали знаки деления, чтобы они не пристали. А еще они делали знаки, родословный тамга назывался. Тамга – это по-русски, тамга, чуваша тамга – это как бы семейный герб. И когда девушка выходила замуж, уже она знала, за кого выходит замуж, она вышивала платок жениха, где была тамга жениха и тамга невесты. Затем ребята могли попробовать расписать различные предметы чувашскими узорами. Это занятие им по-настоящему понравилось. И, наверное, чувашская земля всегда будет богата самобытными и талантливыми мастерами, которые любят и ценят свое искусство. Ведь пока живы народные ремесла и причудливые орнаменты, жив и народ. Елена Яковлева, Андрей Орлов. Жизнь столицы.